Здравствуйте! ИК-спектроскопия на канале Universe. ИК-спектроскопия – это часть колебательной спектроскопии, которая изучает взаимодействие инфракрасного излучения с веществом. Инфракрасным излучением называют излучение с длинами ИО от 0,85 до 1000 микрометров. В ЕК-диапазоне осуществляются переходы между колебательными и вращательными уровнями энергии молекул. Большинство колебательных переходов в молекулах реализуется в диапазоне длин волн от 2,5 до 25 микрометров. Данный диапазон мы можем назвать диапазоном ИК-спектроскопии. Я работал на спектрометре Spectrum One Perkin-Elmer, который является настольным прибором, и в корпусе данного прибора размещены продуваемые кюветные отделения, оптическая измерительная система и детектор излучения DTGS. Информация, которую мы можем получать при помощи методов колебательной спектроскопии, является следующей. Информация о строении молекул, изучение внутри и межмолекулярных связей. Здесь мы можем определить валентные деформационные колебания, идентификация молекул и молекулярных фрагментов, то есть это является качественным анализом. Мы можем определить именно молекулярные фрагменты, например, как вот здесь С, двойная связь О, OH, NH2 и другие. Анализ количественного состава смесей основывается на законе Бугера-Ламберта-Бера. Здесь приведен данный закон. А у нас оптическая плотность, Е у нас это коэффициент экстинции, то есть коэффициент малярного поглощения. L это толщина нашей кюветы, а C это концентрация. Также ИК-спектроскопия используется для изучения механизмов протекания реакции, активных центров катализаторов в физхимии. В промышленности используется для контроля качества сырья и конечных продуктов. Приставки ИК-спектрометра Perkin-Elmer Spectrum One приведены здесь. В данном спектрометре есть три приставки. Это первое для снятия спектров в режиме пропускания, для снятия спектров в режиме нарушенного полного внутреннего отражения МПО, для снятия спектров диффузного отражения. Первое это для спектров пропускания. Здесь А на рисунке. Обычно здесь мы снимаем спектры с таблеток. Далее для МПО данная приставка является более универсальной. Здесь мы можем снимать спектры с жидкостей, волокнообразных образцов, пластичных образцов, а также порошков. Далее у нас есть приставка для снятия спектров диффузного отражения. Отличительное свойство, можем сказать, от других приставок является то, что фон для данной приставки мы используем калибром. А для других приставок обычно используется воздух. Там в зависимости от образцов можно использовать другие тоже фоны. Обычно используется для снятия на данном диффузном отражении приставки калибром. Далее мы смешиваем калибром с нашим образцом и потом далее снимаем спектры из образцов. Здесь я снимал спектры с арагонита и кальцита. Здесь видно то, что в области от примерно от 700 до 1500 обратных сантиметров данные колебания относятся к карбонатной группе.
Также можем мы видеть в спектре арагонита в области 1000 обратных сантиметров есть полоса, а у кальцита данной полосы не наблюдается. Данные спектры были сняты на 3 приставках МПО, СТО и пропускание. Здесь можем увидеть то, что в области 1500 обратных сантиметров пик более широкий и интенсивный смещен. Они смещены, да, друг относительно друга. Это связано с тем, что показатель преломления вещества на данных приставках вот здесь отличается. Исследовались гели на основе диоксида титана и диоксида кремния. После отжига при 1200 градусов мы можем видеть то, что вся органика, которая была здесь, она испарилась. То есть данные образцы были приготовлены в органических растворителях. Здесь также мы можем идентифицировать деформационные и валентные колебания диоксида кремния и диоксида титана. Далее было снято зависимость спектров оксалат-иона от pH в водном растворе. Ну, здесь мы можем видеть то, что когда мы pH увеличиваем, да, у нас остается только форма CO-, а C двойная связь OH, он пики, относящиеся к этим функциональным группам, они просто исчезают. Это происходит при pH равной 4,5. Здесь также есть зависимость от площадей пиков от pH. Мы можем сказать, что вот именно вот 4,5 уже данные колебания, которые относятся к OH и CO, они полностью вот здесь исчезают. Только, то есть при pH больше 4,5 у нас остается только форма COO-. Ну, на этом все. До следующих занятий.